Эти дома в скором времени могут стоить не только должностей, но и свободы целому ряду чиновников. Кто виноват в том, что огромный элитный поселок из 48 коттеджей, которым прежде владел Максим Бакиев, ушел с молотка за 142 миллиона сомов, теперь предстоит выяснить Генеральной прокуратуре. По поручению премьер-министра надзорный орган назначил проверку, в рамках которой возбуждено уголовное дело. Генеральной прокуратурой дана юридическая оценка действиям должностных лиц Фонда по управлению государственным имуществом. По результатам проверки в целях установления реальной рыночной цены приватизированного объекта, возможного ущерба государству при возможном умышленном занижении стоимости объекта, а также других обстоятельств, установление которых возможно только в рамках назначения соответствующих судебных экспертиз и проведения других необходимых следственных действий, Генеральной прокуратурой Республики возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 и 307 Уголовного кодекса Кыргызской Республики. В самом фонде госимущества вины своей, естественно, не видят. То, что 12,5 гектаров земли с недостроенными домами в элитном районе были проданы примерно за $2 миллиона, то есть около $1200 за сотку, чиновников не удивило. Говорят, цену определяли коллегиально, поэтому сделку в фонде госимущества считают законной. Там была оценка независимой то есть компании, то есть отобранная в рамках законодательства. Кроме этого, данную оценку рассматривала межведомственная комиссия, которая состоит не только из сотрудников фонда, а и из разных министерств. И по результатам, по рекомендациям межведомственной комиссии было рекомендовано фонду госимущества, то есть рекомендовано взять как стартовую стоимость 130 миллионов. То есть я считаю, там все было в рамках законодательства. Эксперты уверены, если надзорный орган начнет детально вникать в историю продажи этих земель, будут установлены и новые факты серых схем с торговлей недвижимостью. По словам юристов, очень много объектов государственной собственности были переданы чиновникам путем сомнительных приватизаций. Возместить ущерб, может, уже и не получится, но, по крайней мере, виновные понесут наказание. Это одна из распространенных коррупционных схем, когда проводят аукционы, когда, так сказать, путем искусственного манипулирования, значит, торги срываются, потом можно использовать другие механизмы и, соответственно, выводят на те цены, которые не соответствуют рыночным. Да? И, собственно говоря, это такая знаковая статья 307, соответственно, да, это незаконное использование должностного положения при осуществлении приватизационной и иной деятельности. Соответственно, это злоупотребление должностным положением, статья 304. Я думаю, это очень правильное решение, что прокуратура провела, так сказать, проверку, и по, так сказать, итогам этой проверки вынесено решение о возбуждении уголовного дела. Здесь все правильно. Теперь будем ждать, значит, результата этого расследования. Что касается городка Идеал Хаус, то эксперты надеются, что в ходе расследования удастся отменить результаты аукциона. Если уж есть необходимость продажи этих земель и строений, то цена должна быть никак не ниже рыночной. Игорь Потанин, Владимир Кубалдиев, НТС.